Таван Осхагал. Таван Осхагал. Гыравагательне булдар таваны марзем, тенех таван Осхагал каларым перентюре эфира тухре, пини берсирембе хамран таван халых истории бе, тепленрех, палашма пулдарат пар. Ибир, нумай был мачкана ханди сирембелет таван хулазынь, истории берги галашма вышланача, возем еплерех ергелинни берги, Тада палах милле майба адалан забыны берги, миллерех вазенже пурныш пул забыны берги, тада ытыди. Берша в наш калдара гайдузе премаршеклеры маренде анжах, та паян и берша гайдава малалах тазастет пр хайхинже бере пула жагане. Николай Станиславович Мясников пуле вел археолог, история слыхисен кандидатже, гуманитария слыхисен детаминчи Чуваш республики уминчи подшалых премии лауреатже. Паян и бир Николай Станиславович Мылех, улапирки галажат про добрый день. Рагон, здравствуйте. Я довольно неожиданно попал сегодня на ваш эфир и готов рассказать про любой город. Я так понимаю, что концепция была такая, что мы начали с археологии города Чебоксары, и поскольку у нас идет серия о городах Чувашии, хотелось что-то сказать и о других исторических городах. Хорошо. Про Чебоксары мы действительно очень много поговорили. Мы обсудили археологию и вообще в целом развитие города вплоть, по-моему, до 19 века. Поэтому там действительно все рассмотрели. Но на территории Чувашии у нас 9 городов. Итого, из них некоторые достаточно молодые, а есть и достаточно старинные города. Вот если мы говорим про старинные города, какие из наших городов можно к ним отнести и какие из них непосредственно связаны с чувашским народом? Сразу несколько вопросов. Не совсем все можно связать. Понятно, что у нас есть современные города, промышленные города, возникшие там в 20 веке. Канаш, Шумерля. Новочебоксарск, самый последний город, при этом второй по величине. У нас есть, скажем, крупные, наверное, можно их назвать русские, купеческие села, которые стали городами: Козловка, Марпасад. И, собственно, то, что я сейчас назвал историческими городами, у нас остается 4, Алатырь, Чебоксары, Ядрин и Цивильск. Вот о Чебоксарах как столице и наиболее интересном случае мы поговорили. Поняли, что там, не все так ясно с ранней историей. Мы надеемся, что удастся узнать в течение ближайших, может, 50 лет что-то больше. Буквально из последних новостей вчера были в метрополии Чебоксарской, Чувашской, и они должны проводить земляные работы вокруг дома Кадамцева на следующий год, так что, вероятно, будут очередные раскопки. Пусть здорово. Небольшие по объему, но каждый раз это какая-то новая информация. И вот, переходя к этим 3, получается, из 4 оставшихся городов, мы имеем даты их оснований по письменным источникам. Да, это иногда такое конвенциональное знание, то есть договоренность такая между историками, компромисс определенный по дате. И сейчас у нас Алатырь празднует основание в 1552 года, считается годом основания города. Цивильск и Ядрин, они на 40 лет позже возникают, уже при Федоре Ивановиче, сыне Ивана Грозного. На сегодняшний день это 1589 и 90-е годы, Цивильска и Ядрина соответственно. Возникают они как центры уездов на горной стороне, в землях инородцев, инородного населения. И тут есть тоже определенная загадка, дискуссия, которую вы, мне кажется, касались при разговоре с Чибисом Александром Алексеевичем. Я имею в виду загадку горной Черемисы. Дело в том, что Чебоксарская и Цивильская крепости, кстати, расположены совсем недалеко друг от друга. И тут есть о чем подумать. Я имею сейчас в виду Чебоксары как крепость 1555 года. Да и Ядрин, еще в большей степени Ядрин, возникает в землях горной Черемисы. Мы говорим о том, что уже есть дискуссия о том, как давно эта территория осваивалась чувашами. Дискуссия между марийскими и чувашскими в основном историками, хотя не только. Там разные взгляды, самые смелые. Если исключить Василия Филипповича Каховского, который говорил вообще о домонгольском времени, то на сегодняшний день, с века 13-15 говорят о заселении чувашами этой территории, ассимиляции имени марийцев и частично уходе марийцев. Так и до 16-17, и наиболее люди, историки, приверженные такой промарийской, позиции, они даже говорят о сохранении какого-то марийского населения и в 18 веке. Например, в Ядринском уезде. И действительно там
совсем рядом с современной границей расселения, и Ядринский уезд был чуть шире и так далее. А Алатырь возникает тоже на землях не русских, естественно. Это были мордовские в основном территории, хотя тут же были группы татар-мишарей. И в целом этот город чуть особенное положение занимает. И до сих пор, естественно, поскольку тут чувашского населения, вероятно, и не было, и сейчас нету. Ну, может, какие-то отдельные, не столь значительные группы. И он более всех удален на юг из городов нашего края, находится уже в лесостепной зоне, там черноземные почвы, и там непосредственно проходила засечная черта. И с этими чертами вообще города Чувашии связаны, поскольку, как мы знаем еще по трудам Василия Дмитриевича Дмитриева, с времен Казанского ханства, после тамерланских и прочих погромов возникает феномен дикого поля. Мы знаем даже о ногайских походах на Казань, хотя, казалось бы, это были ханства содружественные, такие тюрко-татарские государства, и там родственные группировки родоплеменные даже правили, но, тем не менее, ногайцы кочевали в Закамье, и, видимо, в Предволжье, в Степном тоже. И на сегодняшний день есть определенная загадка по так называемым засечным чертам. Мы все знаем о Карлинской засеке. Это часть Тетюшской линии. По линии Алатырь-Тетюши проходила она во второй половине XVI века. Тоже там есть дискуссия о дате строительства, времени строительства. В дальнейшем, в XVII веке, на линию уже Симбирска была перенесена, и за пределы Чувашии ушла эта линия. Но есть как будто более старая засека, называемая Кубнинской, и в некоторых, по сути, еще не опубликованных источниках, вот наши историки накапливают документальные свидетельства, упоминается Цивильская засека. То есть, что это была? Полноценная засечная черта или просто укрепление городских? Вот это вот очень интересные вопросы. Интересно, про кубнинские засеки я не слышал, правда. Про Карлинский вал, ладно, про это, наверное, все слышали, то, что это есть. То, что она ушла дальше на юг, это тоже понятно, но то, что она начиналась вот здесь, вот где-то совсем рядом, это, конечно, безумно интересно и необычно немножечко. Ну, хорошо. Из этих трех городов, наверное, очень ценно поговорить про Цивильск. Что это за город? Почему по-чувашски называется Щербю, сотник, и почему он, например, не называется Щавал, как и многие другие города, которые по названиям рек, а здесь прям сотник, Щербю, все понятно, как будто бы очень по-чувашски. Что это за город? Да, действительно, это чувашское название будоражит воображение ученых, и легендарные сведения имеются. Вообще, надо сказать, что практически про все города края есть легенды, что они были основаны ранее вот этих первых упоминаний, строительство русских крепостей. Что стоит под этим фольклором? Вопрос открытый, насколько можно ему доверять. Понятно, что до русской колонизации какие-то поселения были, но была ли преемственность городской жизни? Это могут ответить на этот вопрос либо прям новые какие-то документы, что маловероятно, но более вероятно археологические раскопки, которые практически не проводились. Ну, говоря о названии Щербю, действительно подразумевается, что какой-то сотенный князь имел тут владение. Связать с конкретной личностью и с конкретным местом пока мы не можем. Ну, в названии Ядрина многие уже в дальнейшем, после конца XVIII века, видят искаженное слово «ядро», и на гербе Ядрина мы видим тоже эти ядра. Вероятно, это уже русское восприятие чувашского названия Ядерне, что скорее связано с именем какого-то человека. То есть тоже как будто бы и фольклор, и название говорят о каком-то дорусском, чувашском, ну, может быть, и черемисском следе. Как я и сказал, археология могла бы приоткрыть завесу этой тайны, но исследования этих городов находятся в зачаточном состоянии. Мы еще не проводили там раскопки. Наши предшественники, в частности, Василий Филиппович Каховский, мы знаем и то из архивных данных, что он собирал подъемный материал в Цивильске, но не было публикаций. Мы в 2023 году специально осенью уделили там буквально по 2 дня исследованиям, можно сказать, первым археологическим исследованиям в этих 2 городах. Пока сенсационных результатов там нет. В первую очередь мы пытались локализовать ядро древних городов. И тут, надо сказать, в случае с Ядриным возникла даже дискуссия
поскольку авторы предшествующих исследований говорили о том, что ядро, центр расположен в другом месте, чем мы видим на картах XVIII века. Но Ядрину вообще повезло, там есть карта первой половины, середины XVIII века, это еще древнее, чем чебоксарские карты, и самая подробная с полной картой Кремля. И при сопоставлении с картами XVIII-XIX века, где видны те же храмы, что и в этой карте XVIII века, где контур Суры, а там Сура поменяла русло после этого за последние 400 лет, можно вполне сопоставить, что вот с развалинами тех двух храмов, которые там в Ядрине имеются, извините, я, к сожалению, сейчас название их не вспомню, вполне территория Кремля определяется. И мы перенесли на современный спутниковый снимок карту, схемы этого Кремля и заложили шурф в его примерно центре, недалеко от храма. В переотложном состоянии мы нашли керамику, в том числе и 17-18 века, но наткнулись на объект более поздний, возможно, с каким-то кабацким зданием связанным, кабаком. То есть там очень много было стеклянных бутылок, уже 19 века. Вот. Ничего такого вот прям очень сенсационного. Потенциал там для исследований есть, но значительная часть территории в застройке частной. В целом вообще эта часть Ядрина — это улицы и усадьбы, частная застройка. Вот вокруг этих храмов можно работать, и вокруг одного из них там при каких-то земляных работах, как обычно, выходят костные останки. То есть там было кладбище. Больше пока ничего по Ядрину добавить не могу. Что касается Цивильска, там ситуация чуть другая. Там никто не пытался определить, где был исторический центр, но карты тоже, планы сохранились. И ясно, где был Кремль. Там близкая ситуация с водотоком. Вода ушла оттуда. Цивиль течет тоже по-другому. Это, кстати, очень интересно. Это все как-то связано с важнейшими природными событиями, с изменением русла рек, поймы, возможно, с последствиями малого ледникового периода. То есть топография многих городов учитывала другую обводненность рек в тот период. И он более... Цивильск расположен по-другому. Топографические его особенности таковы, что он в очень низкой части поймы. Это вообще необычно. Он самый необычный город Чувашии из исторических. То есть Чебоксары на западном косогоре, Ядрин на высоком относительно берегу Суры, Алатырь на месте слияния реки Алатырь и Сура на Стрелке. А Цивильск на такой излучине Цивиля в низкой затапливаемой части города, где еще до строительства дамбы лет 7-10 назад мы все слышали про постоянные наводнения. Там вот есть холмик такой, небольшая надпойменная такая терраска, на которой Кремль находился, но высота ее метр над поймой всего-то. То есть любое крупное наводнение затапливало. Для меня загадка, почему выбрали такое место для города. И притом река-то не судоходна в этом месте. Там есть урочище под Цивильском, так называемая Старая пристань. Она уже после слияния Малого и Большого Цивиля. Цивильск до этого места. То есть еще одна загадка. Почему город в этом месте? Мы очень хотели обнаружить вот эту усадьбу или там слой, связанный с этим сотником интересным. Но то же самое, что в Ядрине мы наткнулись, заложили раскоп в исторической части внутри Кремля. Там ситуация лучше, там усадеб меньше, там старые храмы сохраняются, и при храме есть огород. Вот на этом огороде мы заложили 2 шурфа. И нам кажется, что в одном мы наткнулись на колодец. То есть это был очень глубокий сруб, объект, уходящий ниже, и угол его как будто в шурфе был, и он заполнен мусором, 18 века. То есть это опять объект поздний, но в переотложенном виде. Там керамика конца 15-го, первой половины 17 века была. Там чуть более древнюю керамику нам удалось найти, но там мы столкнулись с другой проблемой. Значительная часть бывшего посада этого города, то есть острожные укрепления, которые огораживали ремесленно-торговую часть города посадскую, они были перемешаны, перекопаны. Дело в том, что в 23 году там велись нашумевшие работы по реконструкции детского парка городского, это напротив музея и Казанского храма. К сожалению, не было проведено историко-культурной экспертизы этих работ и, соответственно, раскопок. И мало того, сейчас мы знаем от местных жителей, что строители обнаружили даже клад в ходе этих строительных работ. Клад, правда, поздний 19 века,
Но сам факт, что его обнаружили вот так, и он не сохранился, они его растаскали, есть только там пара фоток монет. Ого. Вот. Это печально, и мы обратились в Минкультуры тогда же, и как вновь выявленный объект исторический, центр Цивильска был поставлен на охрану. Посмотрим, что из этого будет дальше. Там в дальнейшем любой археологический памятник должен проходить проверку и попадать в реестр. Вот посмотрим, будет это или нет сделано. Вот. Про исторические города, про которые хотелось бы еще один объединяющий их фактор, наверное, и у Ядрина, и у Цивильска, и у Чебоксар есть одноименцы. Ядерне-Гасы, Щербю-Гасы, Шубашкар-Гасы. То есть какое-то население, это деревня или село, которое носит название города, но с частью косы. Это феномен какой-то? Это не то население, которое оттуда ушло, когда стали организовывать крепости, или все-таки это поселения, которые чуть позже образовались? Сложный вопрос, наверное, не совсем для археолога. Нужно погружаться в историю этих деревень, понять, когда были первые упоминания. Но сразу хочу сказать, что знаю, что мы не всегда можем это сделать. Ранние документы очень плохо сохранились, по Чебоксарскому уезду особенно. Там есть Ядринская приказная изба, опубликован в 2017 году, свод документальный, можно глянуть там. Что насчет вот этой деревни? Это Новоядрено, да, по-моему, называется? Помню. Или просто Ядрено. Ну да, есть еще Новосюрбеево, это вот как раз Щербю-Косы, наверное, по-чувашски, Шубашкар-Косы, да. Сейчас такой, по-моему, деревни... Нет, сейчас такая есть, но ранее упоминалось еще Шубашкар-Косы, которая сейчас это ряд других деревень. Да, это действительно закономерность, кажется. На сегодняшний день основная версия, которая в публикации попадает, что это действительно выселенное или переселенное, или выселившееся добровольно население из окрестностей этих городов. Из окрестностей. Ну, из территории, прилегающей к этим городам, после того, как они были построены. Когда была срублена деревянная крепость, Кремли во всех этих городах. Вот с Алатырем ситуация там, понятно, другая. Еще раз, там не было чувашского населения. Тут мы провели чуть больше работ. И до нас. То есть тут есть краткая предыстория. Николай, давайте мы продолжим про Алатырь. После короткого периода у нас время для краткой рекламы и для знакомства с погодой. Лада Данилова перепулыш собирать панзазысты, Тархашан, Тебр, Демеща Замантрантель Булабар. Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ну, мне хтусами бирмала лахкаят пар паянда и бир хамара. Ну, Чуваш республики Терлю Хулаберги галажат пар перебулыш собрагания. Николай Станиславович Мясников, история слыхизин кандидатча, археолог. Николай Станиславович, мы дошли до темы Алатыря. Город достаточно большой, очень старый, как говорят. Конечно же, это такой центр русской культуры в современной Чувашии, но полагаю, что так было и раньше. Что по истории Алатыря? Что там известно? По ранней истории археологии Алатыря могу сказать несколько слов. В 2008 году ульяновский археолог Александр Вискалин проводил там работы при участии Андрея Коноваленко, директора тогда Алатырского музея. Они заложили несколько шурфов в исторической части города. В Алатыре все более-менее очевидно с тем, где был исторический центр. Это до сих пор в планировке города, его улиц видно. Они радиально расходятся от этого центра. Есть мнение, что раньше река Алатырь текла ближе, в тот период, когда Кремль был основан. К этой стрелке приурочен был этот центр, деревянная крепость. Есть там замечательный краевед Алексей Рыбников, который уже несколько статей посвятил реконструкции вероятной планировке этого Кремля. И заложив эти несколько шурфов, нужно добавить, что там значительная часть древнего города, к сожалению, в обрыве находится и разрушается. Последние 10-20 лет регулярно там обваливается. И наша зачистка в обрыве выявила древний ров этого Кремля. И шурфы Вискалина принесли там сенсационные результаты. То есть он обнаружил в одном шурфе часть рва, в другом он обнаружил часть воеводской усадьбы, воеводского двора, а в одном из шурфов обнаружил как будто, даже фрагменты стен Кремля, хотя тут очень сложно, спорно, потому что если вала нет, то от стен ничего не сохраняется. И он нашел краснолощеную керамику, которую принял за булгарскую. Он не опубликовал, конечно, результаты этих работ, но в отчете, который хранится в Академии наук, было указано, что там было булгарское поселение в X-XIII веке.
Вполне это возможно. Мы не пытались именно это проверить, но в 2019 и 2021 годах местная общественность пригласила нас тоже продолжить эти работы в кремлевской части города. Что и было сделано, нам было заложено 2 шурфа. В 2021 году расширен один из них, превращен в небольшой раскоп. И нам удалось найти следы утепленного погреба, возможно, это ледник, в общем, отдельно стоящий какой-то погреб, яма для хранения продуктов. Там была эта самая краснолощенная керамика, но она была вместе с русской керамикой второй половины 16 века, и в этом же погребе оказалось 2 монеты Ивана Грозного. Соответственно, объект датирован с середины второй половины 16 века. То есть нам удалось понять, что та краснолощенная керамика, которая была у Вискалина, она датируется уже русским временем, и в наших исследованиях материалов до этой эпохи найдено не было, булгарских материалов. Вместе с тем, в этом погребе обнаружено 20-25% керамики лепной, местной, мордовской. То есть это население, которое пришло, основало город, торговало с окрестной Мордвой. Сейчас есть ряд работ. У Охотниковой по расселению Мордвы вышла в этот период как раз по Чувашии статья хорошая в современной гуманитаристике в журнале нашего института. Есть там Александр Пеняев, который работает над диссертационным исследованием по расселению Мордвы Алатырской. И получается, что мордовские наделы, ухажаи, бобровые гоны, пасеки, они там были повсеместно. И Алатырь, грубо говоря, был основан в сурских землях мордовского населения, Среднего Посурья. Ага, то есть в данном случае наличие там булгарской керамики нужно воспринимать как остаток как раз-таки торговых отношений. Эта керамика в булгарских традициях делалась уже русскими гончарами в период Казанского ханства и чуть позже, до смутного времени. Она известна в Москве, в Нижнем, и вот буквально на прошлой неделе мы делали совместный доклад о такой керамике из Свияжска, где в ранних слоях ее до 15-20%. Ого, удивительно. То есть это просто новое население восприняло местную традицию и как-то по-своему начало ее делать. Сейчас этот вопрос изучается. Мы думаем, что в ходе походов на бывшую территорию Волжской Булгарии и Казанского ханства какие-то гончары попадали в московские земли, и там в этих традициях делали эту посуду, и русские гончары копировали, творчески преобразовывали. То есть одна из важнейших технологических групп посуды этого времени в московских землях — это керамика булгарская, казанско-ханская, перерабатываемая. То есть есть уже русские формы, горшки, миски, но краснолощеные, как у булгар. То есть это была такая столовая посуда такого восточного облика. Видимо, она была желанна на столах москвичей того времени. Понятно. Итак, у нас выходят на территории Чувашии современные 4 исторических города, которые несут в себе определенное количество знаний, судя по всему, и совсем небольшую историю, то есть не больше 5 веков. Это много, на самом деле. И еще раз, мы только начали исследовать Цивильско-Ядрин, возможно, они еще принесут какие-то открытия. Если Чебоксары-то копаются с 66-го года и изучено более 3000 квадратных метров, а вопросы по-прежнему остаются по ранней истории, что уж говорить о 3 остальных городах, которые только начали археологи исследовать. Понял. Еще один город, про который бы хотелось все-таки поговорить совсем чуть-чуть, это Мариинский Посад. Потому что, насколько я помню, в разных исторических источниках пишут, что это была изначально какая-то некоторая столица марийского князя. Кто-то там еще, ко мне попадало много таких легенд про Мариинский Посад. Хотелось бы немножечко послушать, узнать, что это такое, что за город и когда он вообще, в принципе, стал городом. Опять же, я бы хотел тут отослать к историкам, наверное. Насколько я понимаю, это было просто село, более-менее богатое на Волжском торговом пути. И только с 19 века оно приобретает статус города. По-моему, он назван был в честь Марии Александровны. Княжны Марии Александровны. И, собственно, нет у него какой-то предыстории мощной. Но в 23-м году, ровно тогда же, когда мы были в Цивильске-Ядрине, мы в Марпосад заехали. По приглашению местного священника отца Георгия. Он устраивал там православный лагерь для молодежи, где мы в течение дня заложили 2 шурфа у храма. И
также они вели там реставрационные работы у соседнего здания. И довольно много керамики там было найдено. Там вообще ранее 18 века ни кусочка керамики мы не нашли. Ого. Да, вот в этом, буквально этой зимой, вот сейчас мы будем обрабатывать эти результаты. Сообщу, если мы найдем что-то сенсационно неожиданное, но пока что каких-то неожиданностей там нет. Государева гора, да, казалось бы, место овеянное легендами, высокий берег Волги, тоже там стрелка оврага и Волги. Хорошее, казалось бы, место для древнего поселения. Мы не копали там, но при попытке собрать какой-то подъемный материал ничего там найдено не было. Удивительно. Если бы там было какое-то мощное средневековое городище, давно бы уже об этом знали. То есть на сегодняшний день, а вообще в целом в Мариинском посаде какие-то археологические работы, ну вот помимо таких вот маленьких шурфов, вообще не проводились? Вообще не проводились. Ну, тут действительно есть что Я искать. вообще хочу сказать, что археология исторических поселений, городов у нас, кроме Чебоксар, не развита абсолютно. Это же касается и исторических, наиболее древних чувашских деревень. У нас была одна разведочная экспедиция, уже 2 года назад, в Урмарский округ, где мы пытались в районе Ковалей, Тегешева, Шигалей и Старых Урмар найти старые части именно этих населенных пунктов. Она была очень краткосрочная. Мы хоть и задействовали краеведческую литературу местных краеведов, нашли чернолощенную керамику, которая может датироваться, с середины 17 века, но что-то более раннее, а мы мечтали найти слой там Казанского ханства, поскольку как минимум в Тегешево есть могильник с надгробными памятниками Казанского ханства, где-то же люди должны были жить. У нас потому что есть проблема преемственности между средневековыми поселениями и уже современными селами. И вот заполнить этот промежуток хронологически какими-то материалами мы очень хотим, и логика была такая, и люди уже предположения строили, что, может быть, просто села у нас очень старые деревни, и в них есть слои этих времен. Пока что не находится. Если кто-то там что-то у себя в деревнях находит, пожалуйста, обращайтесь, мы приедем, посмотрим. Конечно, нужно сосредоточиться именно на материнских селениях, наиболее старых. А все данные говорят о том, что это северо-восток Чувашии. Вот тот угол, о котором я говорил. Мы будем ожидать новых результатов по археологии. Это сколько лет может занять, чтобы что-то понять? Может быть, в следующем же году что-то супер выскочит, а может быть, 20 лет придется ждать. Но целенаправленная какая-то стратегия их поиска должна быть. А поэтому мы привлекаем по возможности данные смежных дисциплин. То есть, если мы хорошо по топонимике, письменным источникам, по истории конкретных поселений сможем понять, где искать эти древние поселения. Я не про города уже, наверное, говорю больше, а заселение чувашским народом нашей территории, то будем, как говорится, работать целенаправленно. И это, наверное, даст результат, чем просто вслепую. Хорошо. Это был замечательный экскурс в историю городов Чувашской Республики. Мне кажется, наши радиослушатели тоже многое для себя поняли, потому что про исторические города нашей республики мы практически нигде не слышим, нигде о них особо-то и не говорим. Может быть, про Чебоксары еще как-то, про остальные города мало что было известно. Поэтому огромное вам спасибо, Николай Станиславович, за то, что вы сделали для нас этот экскурс. Сазасты Бернилада Данилова Бульча, Серембей Пибултам, Ильдияр Александров, Эфирда Дебредиль Булычени, Щедес Кларом Синчет, Адану Май Эйдова Ужим Лада Барга. Таван Осхагал. Таван Осхагал.